Доброе утро, наши уважаемые телезрители. Сегодня 3 февраля, на календаре четверг. И это утро вместе с вами встречаем мы, Полина Долинская, Руслан Ачиров. Друзья, сегодня в нашем эфире мы узнаем много интересного и полезного. Будьте этим утром, и вы также узнаете, какие профессии заменят в будущем роботы, а какие профессиональные навыки все еще будут востребованы на рынке труда. Также мы заглянем в Мирнинский технический колледж, где сейчас проходит региональный этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. При этом мы еще и узнаем, как начинается утро у мерзлотоведа и какие популярные имена предпочитают давать своим детям якутяне. Ну а также мы узнаем, чем пахнут города. А наш гость расскажет о конкурсе грантов главы Якутии, кто может в нем принять участие и какие идеи наиболее востребованы. А в конце эфира мы познакомим вас с киноафишей на предстоящие выходные. Будьте, друзья, с нами, мы создаем вам настроение на каждый день. Пишите нам в WhatsApp, какие у вас планы на эти выходные, как начинается ваше утро, что интересного происходит на этой рабочей неделе. По номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. А на нашей странице в Инстаграме «Утро Якутии» подписывайтесь, ставьте лайки и узнавайте анонсы будущих программ. Если по какой-то причине вы не можете смотреть нас в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть повторы наших программ на нашем YouTube-канале yak24.ru. Ну что, мы двигаемся далее. И, Полина, я, кстати, недавно слышал, что тебя удивила автоматизированная касса в одном из магазинов нашего города. Да, это было очень интересно. Я тебе как раз до эфира об этом рассказывала. Друзья, буквально недавно в одном из супермаркетов нашего города я столкнулась с тем, что меня обслуживала автоматическая касса. А что тебя удивило в этом? Ну, я думаю, что прогресс не стоит на месте, я об этом как-то не сомневалась. Я не думала, что такими темпами он будет везде, и скоро, мне кажется, роботы и автоматы заменят людей. Но прогресс действительно не стоит на месте, и, как говорили аналитики, роботы заменят людей во многих профессиях, и пандемия лишь ускорила этот процесс. То есть мы можем предположить, что в скором времени вместо нас с тобой здесь будут сидеть роботы-ведущие. Ну, почему бы и нет? Дело в том, что мы уже ведем эфир из виртуальной студии. Но, друзья, если как вы относитесь к тому, что вместо нас будут сидеть роботы, тоже можете написать нам по WhatsApp ваше мнение. Ну и, конечно, нам будет очень приятно его узнать. Кстати, вот в таких вот сферах, как медицина, как раз-таки роботы уже широко используются. Например, в Южной Корее я слышала, что роботы, они помогают измерять температуру у пациентов, а также раздают антисептики для рук. И как раз-таки недавно мы рассказывали, как в сфере общепита используют роботов-официантов. Сейчас мы можем видеть на картинке просто робота, который подает меню, а вчера мы рассказывали, как робот-котик обслуживал клиентов. Действительно. Ну что, в эти дни в Мирном, в региональном техническом колледже проходит 10-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills». Конкурс проходит по 6 компетенциям, среди которых есть и компетенции, связанные с робототехникой. И сейчас с нами на связи с нашей студией Клара Бурнашова, первый заместитель директора по внедрению стратегических проектов регионального технического колледжа в городе Мирном. Клара Абрамовна, доброе утро. Доброе утро. Скажите, как ваш Мирнинский колледж участвует в региональном чемпионате этого года? Ну, в этом году у нас юбилейный именно чемпионат. Для себя мы поставили задачу, посвященную столетию Якутской ССР, чтобы максимально активизироваться в этом направлении. Поэтому в этом году мы в целом принимаем по 9 компетенциям. В декабре мы уже по 3 компетенциям вы принимали участие, по 2 компетенциям мы стали призеры. Сейчас у нас продолжается, и на нашей площадке проходит чемпионат по 6 компетенциям. Из них в основном у нас они современные, новые. Да? Сегодня вы видите, у нас проходит чемпионат в этот период по компетенциям роботизированная сварка и промышленная робототехника. Мы в этом году создали новую мастерскую, благодаря участию нашего колледжа в федеральном гранте, приобрели соответствующее оборудование, что позволяет нам уже выходить на региональный уровень, подготовили за короткое время студентов, и самое главное, что мы сегодня уже идем в ногу со временем, может быть, даже и с опережением, готовим специалистов для высококвалифицированных новых рабочих мест.
Как раз вы сейчас говорили, что могут быть и роботы-ведущие. Мы сейчас уже даже свой дневник чемпионата, который мы ведем, используем специальную программу роботов-ведущих. У нас там есть своя ведущая, которую мы ей дали имя Анастасия Захарова. Она уже с января месяца ведет этот дневник. Используем уже вот даже эти новые технологии в роботизации. В этом году, конечно, мы максимально во всех этих компетенциях привлекли наших независимых экспертов. И, конечно, когда мы открываем новые компетенции, у нас появляются новые возможности и новые наши партнеры. Это в том числе у нас академические партнеры, с кем мы уже выполняем совместную программу обучения, то, что вы видите уже реальный кейс, да, результаты обучения. В этом году наши студенты и преподаватели проходили на базе Академии ФАНУК обучение. Сегодня на нашей площадке представитель Академии ФАНУК Дмитрий Юрьевич Курнявка, где-то я его не вижу, поприветствую поближе. Он руководитель образовательных программ Академии ФАНУК инновационного центра Сколково. Вот приехал специально, чтобы поддержать эту компетенцию, поддержать нас. И я думаю, что это не только начало нового будущего именно в эпоху роботизации. Ну, роботы-ведущие, это, я думаю, будет актуально для нас. А вот насколько в вашем регионе как раз-таки будут востребованы в производстве роботы? Ну, мы надеемся, вот, что эта роботизация в нашем регионе, вот это недалекое будущее, это ближайшее будущее, как раз когда мы, вот, Дмитрий Юрьевич первый раз еще осенью приезжал, помните, Дмитрий, мы проводили круглый стол с представителями структурных подразделений, ведущей акционерной компании «Алроса». Это люди были по автоматизации, по программированию, по проектному направлению, обсуждали вопросы в целом роботизации производства. Ну, я думаю, здесь Дмитрий мне, конечно, больше добавит информацию о возможных перспективах развития роботизации в целом в промышленности и, может быть, даже в горнодобывающей отрасли. А скажите, вот ваши студенты готовы ли уже, допустим, работать на производстве с этими компетенциями? Ну, я думаю, что вот опять же, вспоминая вот круглый стол, который мы проводили, и сейчас у нас на этих площадках присутствует в качестве независимых экспертов представители структурных подразделений компании, это представители наши академические партнеры и другие, которые в свою очередь, конечно, они говорят, что студенты, те участники, которые вот сидят рядом и осваивают эту компетенцию, они намного будут востребованы на производстве, потому что основа этой компетенции — это сперва программирование. Программирование — это только начало автоматизации и роботизации. И мы уверены, что этих ребят на расхват возьмут, и я думаю, они будут драйверами именно в этом направлении. То есть работодатели уже высказывают свою заинтересованность в ваших студентах. И вообще, почему колледж решил как раз-таки эти компетенции развивать? Да, ну здесь у нас как бы есть своя как бы задача нашего учебного заведения. Мы говорим основные задачи, что наше учебное заведение должно стать лучшим в республике, в стране и по всей России. А чтобы стать лучшим, это, конечно, это результаты наших обучающихся, да? Поэтому здесь формирование новых современных компетенций, востребованных, это основной показатель, и поэтому мы с опережением, может быть, да, еще раз повторяюсь, внедряем новые технологии, чтобы все-таки студенты были востребованы для нашего региона, может быть, даже и вне региона. Именно они будут активно роботизировать процессы и производство. Скажите, вот, допустим, студенчество — это уже достаточно такой следующий шаг, это уже практически уже человек идет и работает. А вот, может быть, ваши какие-то советы, вот как с детства вот, детям привить какую-то вот любовь к техническим вот таким вот профессиям? Цель, да? Или в целом? Так, чуть-чуть пропал звук. Я имею в виду, допустим, со школьных времен, да, например, ваши советы по тому, какие советы вы можете дать, допустим, тем же родителям, как в ребенке можно развить какие-то технические способности или разглядеть их?
Ну, здесь, конечно, это большой секрет самой семьи, потому что это основа профориентации, это является, конечно, родители в первую очередь. Да? Родители ориентированы на развитие своего ребенка, который смотрит все-таки на перспективу. Я думаю, что это должно быть увлеченность всеми возможными программами дополнительного образования, где именно они могут выбрать то самое, которое определит их профессиональный ориентир в будущем. То есть надо заниматься дополнительным образованием. Обучаться в школе – это уже недостаточно сегодня. Это надо быть многосторонне развитой личностью. Текущая ситуация в стране, в мире, она, конечно же, диктует свои определенные условия. Нам, многим, приходится резко догонять, перегонять и вообще идти в ногу со временем. И робототехника, она сейчас как никогда актуальна. А что делать, если есть дети, которым не интересны эти темы? Ведь есть такие профессии, где все-таки нужен человек. И по этим компетенциям у вас есть какие-то заявки на участие как раз-таки сейчас? Нет. Да, ну, в принципе, я, как уже говорила, у нас 9 компетенций. Среди них есть такие компетенции, которые мы развиваем. Это охрана труда, да, это везде, в любой промышленности нужно. Лабораторный химический анализ, да, ну и промышленная автоматика. И новая компетенция – это добыча нефти и газа. Вы знаете, уже в Западной Якутии у нас здесь уже нефтяные компании есть, да, поэтому здесь мы должны уже показывать практику, как мы обучаем будущих нефтяников, которые будут работать у нас в Якутии. Клара Абрамовна, ну, вкратце, что дает студентам участие в региональном этапе чемпионата? Так, ну, в первую очередь, это уверенность в себе и амбициозные задачи, амбициозные цели для новых свершений, потому что это первый опыт, который они получают, это очень важный опыт для того, чтобы они были успешной личностью. Спасибо большое, Клара Абрамовна. Вам мы желаем хорошего завершения региональному этапу конкурса WorldSkills, чтобы это как можно сказать, можно сравнить, наверное, как с добычей золота, да, нужно вот найти самых лучших из лучших. Поэтому желаем вам успехов и благодарим за то, что сегодня вышли с нами на связь. Спасибо. Ну и, конечно же, мы студентам желаем успехов дальнейших. Я мечтаю все-таки встретиться с нашей виртуальной коллегой. Это будет, мне кажется, очень интересно. Да, действительно. Ну, а в свою очередь мы сейчас прервемся на небольшую паузу и буквально уже через пару минут вновь встретимся в нашей студии. Впереди у нас еще много чего интересного. Доброе утро всем, кто к нам присоединился, кто уже проснулся и вместе с нами встречает этот замечательный новый день. Но тем, кто пропустил, мы напомним, что с нашим первым утренним гостем мы говорили о профессиональных компетенциях, о том, какие навыки будут в будущем востребованы и какие профессии не будут заменены роботами. А героиня нашего следующего сюжета – мерзлотовед. Вот у кого точно ученые умы вряд ли заменят роботы. В нашей традиционной рубрике «Моя профессия» молодой ученый-мерзлотовед Яна Тихонравова расскажет, как начинается ее утро, какие опасности таит в себе ее профессия и за что она любит свою работу. А вместе с ней мы спустимся в подземную лабораторию Института мерзлотоведения, а также увидим, чем занимаются геокриологи. Здравствуйте, меня зовут Тихонрава Яна Витальевна. Я кандидат геолого-минералогических наук, мерзлотовед или геокриолог. А мое утро начинается с зарядки, что, наверное, необычно. Вот, я отжимаюсь, чуть-чуть растягиваюсь и иду готовить кофе и кашу. Иногда, если я пропускаю завтрак дома, я захожу куда-то в общественное место. До работы я добираюсь на общественном транспорте. Это занимает, наверное, минут 40. А в Якутск я переехала в 2019 году, когда поехала на защиту, приехала сразу с вещами. А вообще родом я из Москвы, жила в Красногорске, там ходила в школу. Училась я на геоэколога, преддипломную практику я проходила на земле Франца Иосифа.
где и столкнулась с мерзлотоведением. Мы находимся на верхней галерее, и здесь лаборатория общей геокриологии. Моя работа заключается в исследовании подземного льда. Делаем тонкие пластинки, выпиливаем на пиле и уже дальше подплавляем до совсем тонкого состояния. Я на самом деле очень мерзлявая. Белеют пальцы, то есть надо потом очень долго отогревать. Но в момент работы настолько абстрагируюсь, что иногда вот это как-то особо не замечаешь, ты как-то подогреваешься тем, что происходит. Занимаюсь палеореконструкцией. То есть своими исследованиями в дальнейшем можем сказать, как этот лед формировался, были ли какие-то сопутствующие процессы помимо основного процесса формирования. Практическая цель наших исследований, она скорее в прогнозе на будущее. Мой фаворит — это полигонально-жильный лед, как-то очень люблю я его. Так как полигонально-жильный лед в основном должен состоять из элементарных жилок, если я обнаружу какие-то крупные кристаллы льда или что-то такое, я могу говорить, что здесь, возможно, присутствовали еще какие-то дополнительные процессы. А моя работа мне скорее нравится красотой, которую я вижу в поляризованном свете. Это захватывает. Это, наверное, то, что меня как-то влюбило. Ну и плюс я всегда гарантированно могу написать какую-то именно красивую статью в плане тех фотографий, которые прикладываю. Вот. Ну и особенно, когда вижу вот разноцветные картинки своего льда. Потому что это очень красиво. Неожиданности бывают, когда ты предполагаешь, что здесь все просто, и ты увидишь вот определенную картинку, которую ты уже видел, а не тут-то было. И ты видишь абсолютно какие-то другие кристаллы. Естественно, ты все очень удивляешься и также радуешься, потому что это может быть чем-то... Ну, это что-то новое и для тебя, ну, или для науки, если очень повезет. Я думаю, не стоит унывать школьникам, у кого не получается хорошо учиться. Я в школе была двоечницей и троечницей. И где-то в 9 классе начала задумываться о том, что как-то хватит это терпеть, надо что-то делать. В 11 уже пошла на курсы МГУшные по географии и отдельно поднимала русский язык. Подняла всю базу за 1 год и благополучно поступила в МГРИ. Я, наверное, себе не ставлю целью что-то открыть, это было бы приятно, но в целом мне просто нравится эта работа. Очень интересная и, главное, очень полезная работа, особенно в наших условиях. А еще я заметил, что там минус 8 градусов. Это же получается, что зимой ты заходишь на работу погреться, а летом немножко охладиться. Да, одни плюсы. Я заметила, как девочка, о том, что это очень красиво. Действительно, друзья, мы привыкли и к снегу, и ко льду, и мы воспринимаем это как данность. Мы проходим мимо, а оказывается, какие тайны, какие красоты он в себе таит. Так что, друзья, давайте мы не будем торопиться, особенно в это утро. Хотя бы 2 минутки уделите, посмотрите по сторонам и насладитесь красотой, которая нас окружает постоянно. Ну а сейчас, о новостях, которые произошли в республике за ее пределами, нам расскажет Власий Сергеев. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Власий Сергеев. За 1,5 недели единый колл-центр Якутска принял более 125 тысяч звонков. В данный момент работа ведется в круглосуточном режиме в 3 смены. Если утром и днем работают по 50 операторов, то в ночную смену вступает 30 человек. Как сообщили в колл-центре, наибольшее количество звонков поступило 24 января. Тогда операторы обработали более 24 тысяч обращений. Напомним, единый колл-центр работает по номеру 122. Дошедших людей всех обучили. Сейчас наши операторы все обучены.
Перед каждой сменой они проходят инструктаж. Смен у нас 3. Утренняя, дневная, ночная. Перед каждой сменой проводится инструктаж, на котором разбираются, вот, например, какие-то взаимодействия с поликлиниками и прочее. Понимаете, чтобы не было каких-то задержек, не было, чтобы пациент, например, не сидел и не ждал информацию. Потому что бывает, что они перезванивают, когда будет к нам врач. А так как вызовов очень много, естественно, врачи не могут, вот вызов произошел, и они вот сразу же появятся у дверей, правильно? В 2022 году помощь матерям должна оказываться не только за счет средств республиканского бюджета, а на всех уровнях. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев. Он отметил, что многие муниципалитеты могут подключиться к решению этого вопроса, а также то, что коммерческие компании в рамках своей социальной ориентированности готовы решать определенные вопросы у своих же сотрудников. Глава республики выразил уверенность в том, что в 2022 году родится больше детей, чем в 2021. Так, с начала года в республике родилось 865 детей. За январь 2022 года на свет появились 456 мальчиков и 409 девочек. Традиционный ежегодный отчет исполнительных органов государственной власти республики о результатах деятельности за 2021 год в связи с ситуацией будет проходить в онлайн-формате. Старт отчету правительства 4 февраля в рамках передачи «Актуальное интервью» даст премьер-министр республики Андрей Тарасенко. Прямые трансляции студии НВК «Саха» с участием членов правительства начнутся с 5 февраля на всех телеканалах и социальных сетях компании. Фонд национального благосостояния направит в Якутию 273 миллиона рублей. Денежные средства будут направлены на ремонт котельных и замену теплосетей в селах республики. Всего в этом году фонд намерен распределить между регионами не менее 105 миллиардов рублей. Отмечается, что после проведенных работ в Якутии мощность котельных вырастет в 1,5 раза. И к ним можно будет подключить 254 индивидуальных жилых дома и 3 социальных объекта. В нынешнем феврале у россиян будет только один дополнительный выходной. Так, 23 числа текущего месяца страна отметит День защитника Отечества, который выпадает на среду и будет выходным днем. В марте в честь Международного женского дня выходными объявлены дни с 6 по 8 число включительно. Эстафета огня Олимпийских игр 2022 года стартовала в Пекине. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы КНР. Эстафета пройдет на территории 3 кластеров проведения олимпийских соревнований. В Пекине, столичном районе Яньцинь и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. И завершится 4 февраля, в день открытия Олимпиады. В эстафете примут участие около 1200 факелоносцев в возрасте от 14 до 86 лет. Большое спасибо, Власе, за полезную информацию. Двигаемся далее. Нью-Йорк Таймс покупает нашумевшую головоломку Wordle, самую популярную головоломку последних месяцев. Так, газета привлекает свою аудиторию к своим приложениям и сайтам. Нью-Йорк Таймс объявила, что приобрела Wordle, словесную игру, ставшую невероятно популярной в последние месяцы. Сумма сделки не называется, известно лишь, что речь идет о 7-значных цифрах. В игре необходимо за максимум 6 попыток отгадать слово из 5 букв. Загадка обновляется раз в день. Wordle был первоначально выпущен в октябре бывшим инженером-программистом Reddit Джошем Уордлом. Как сообщают в медиакомпании, проект останется бесплатным и в его игровом процессе не будет никаких изменений. Это приобретение поможет Нью-Йорк Таймс расширить свой цифровой контент и приблизиться к цели в 10 миллионов подписчиков к 2025 году. Игры и головоломки – часть стратегии газеты по привлечению аудитории к своим приложениям и веб-сайтам. В последнем третьем квартале года компания получила 135 тысяч новых пользователей на Wirecut в своем ресурсе, посвященном играм, кулинарии и обзорам различных продуктов. Ну а в свою очередь редакция газеты «Алданский рабочий» для привлечения своих читателей активно пользуется соцсетями, в частности популярным ТикТоком. Креативные журналисты частенько выкладывают веселые видеоролики, где с юмором показывают свою редакционную работу. Судя по комментариям, такой подход пользователям соцсетей нравится. Главное, чтобы у коллег, читателей прибавилось. Надеюсь, это не проблема?
Будем надеяться, что действительно читатели привлекутся на это, но судя по этим роликам, это очень смешно и креативно. А мы двигаемся далее, друзья. Несмотря на непростую эпид-обстановку, мы продолжаем снимать и рассказывать о детках, которые нуждаются в семье. И сегодня в нашей рубрике «Пусть мама придет» мы познакомимся с маленькой трогательной девочкой Миленой. Она очень ждет своих маму и папу. Познакомьтесь с замечательной девочкой. Ее зовут Милена. Малышке 3 года. Она любит музыкальные игрушки, книжки. Из-за проблем со здоровьем Милена пока не ходит, ползает, встает с опорой, любит рассматривать новые предметы, внимательно изучая их со всех сторон. Девочка спокойная, любознательная и улыбчивая. Милена сама ест, хорошо держит ложку, очень любит каши и все доедает до конца. Она всегда сосредоточена на любом занятии, ни на что не отвлекается, четко выполняя то, что ей говорят. Милена идет на контакт не сразу, осторожно изучая незнакомого человека, но потом быстро адаптируется. Девочке очень нужна семья. Милана, Маша, Даша, Полина. А какие имена сейчас популярны? ЗАГС при правительстве Якутии обнародовал список самых популярных имен, которые давали детям при рождении в 2021 году. Так, в десятку самых популярных имен девочек вошли такие имена, как София, Алиса, Милана, Ева, Виктория, Амелия, Мия, Аделина, Валерия и Анна. Из необычных имен отмечают такие имена, как Аглая, Ада, Аида, Джульетта, Жозефина, Луна и Сакура. А среди имен мальчиков самыми популярными оказались Александр, Тимур, Максим, Данил, Марк, Артур, Михаил, Лев и Иван. Некоторые предпочли называть своих сыновей несколько непривычными для якутского уха именами, такими как Андерсон, Антуан, Билл, Атаман, Гектор, Космос, Лео и Султан. Я, кстати, слышал, что самыми популярными и оригинальными именами в западных странах в прошлом году были Zoom и Ковид. Но, правда, эти имена давали людям. Да, имена давали не детям, а своим домашним питомцам. Я слышала историю о том, как в прошлом году одна семья из Омска назвала своего сына «Маркетинг», просто потому что отец хотел стать отцом маркетинга. Отлично. Ну а далее двигаемся, друзья. Ковид, конечно, не очень себе кличка для домашнего питомца, но постоянные ассоциации с болезнью и всем, что с этим связано. Особенно неприятно, когда после болезни искажаются запахи. Кстати, вот о запахах россияне рассказали, какие запахи у них ассоциируются с популярными городами страны. И выяснилось, что большинство россиян привлекает крымский воздух в Ялте. Путешественники считают, что курортный город пахнет хвоей и мормом. А в Сочи туристы отметили аромат магнолии и морской соли. В северную столицу Санкт-Петербург пользователи социальных сетей ассоциируют с запахом воды и холода. Парфюмерный бренд из Калининграда уже создает ароматы, вдохновленные важными для города историческими личностями, туристическими местами и традиционной едой. Основатель необычного бутика рассказал о секретах производства. Идея 1339 парфюм заключалась в отражении локальной аутентичности региона, поэтому и появилось название бренда. Пришла идея о том, что нужно делать свой парфюмерный бренд российский. В России вообще с парфюмерными брендами не так, чтобы супер хорошо по сравнению с Европой. И идея изначально была о том, что нужно отражать аутентичность какую-то локальную. Поэтому и название такое, 1339, это 1339 год, год основания Кёнигсбергского порта. Почему порт? Потому что у нас история области специфическая, и, на наш взгляд, порт — это то, что объединяет Кёнигсбергскую историю с Калининградской историей. И
Первые запахи, которые мы начали делать, связанные с геобрендингом, можно так это назвать, это, конечно, запахи Калининградской области. Изначально команда занималась и до сих пор занимается подборкой индивидуальных ароматов для магазинов, производств и людей. Со временем бренд начал выпускать коллекцию ароматов, вдохновленных запахами родного города. На данный момент 6 запахов. Это порт, это отдельный естественный янтарь, хотим мы этого или нет. Это Амалинау, ну или там Старый город. Это Куршская коса, море. Ну, Куршская коса и море как будто бы про одно и то же, но есть особенности. Это запах Лоиса Каринта совместно с Музеем изобразительных искусств и его жены Шарлотты, кстати. Секретами создания ароматов поделилась парфюмер бренда Анастасия Жучкова. По словам девушки, первым шагом является опрос целевой аудитории компании об ассоциациях с определенными местами или образами. Мы общаемся с нашей целевой аудиторией, мы спрашиваем людей о том, как вы думаете, чем это пахнет, как, на ваш взгляд, например, пахнет Старый город. Мы их спрашиваем, они отвечают. Потом я под это подбираю определенные ноты, определенные их сочетания, каким образом можно передавать те или иные запахи. То есть, к примеру, люди отвечают, что Старый город пахнет как брусчатка. И я понимаю, что вот эффект брусчатки в аромате можно создать с помощью вот таких-то, таких-то компонентов. Девушка отметила, что процесс смешивания ароматов для создания определенных парфюмерных образов порой очень непредсказуем. Так, например, чтобы придать рыбный оттенок композиции порт, Анастасия использует арбузный запах, немного изменяя его с помощью других компонентов. Да, запах Куршской косы, наверное, наш самый любимый, потому что была идея сделать аромат моря на Куршской косе. Это должен быть такой запах холодного моря, но при этом не море бассейна Северного Ледовитого океана, да, не такой холодный, при этом с характерными хвойными нотками, смолистыми нотками, мховыми, песочными, солеными. И вот такое переплетение, когда ты в солнечный летний день приезжаешь на Куршскую косу и гуляешь по берегу моря, вот ассоциация была такая. Перед брендом никогда не стояла задача полностью передать запах определенного места. Таким образом, цель проекта заключается в создании композиций, которые могли бы создать атмосферу и образ предмета или места, в то же время оставаясь носибельными для покупателей. Впереди у бренда большие планы. И в процессе естественным образом пришло понимание, что это нужно делать и на федеральном уровне. Поэтому мы сделали проект «Федеральные запахи России», целью которого является вот брендирование запахом регионов России. На данный момент общаемся с министром туризма Амурской области. Запах Амурской области будем делать, либо линейку даже сразу, потому что понятно, что одного запаха мало. Точно будет Якутск и точно Ямал. Вот, а дальше по списку уже в следующем году. В данный момент этот проект находится на стадии разработки, но у Игоря и его команды уже есть источники вдохновения, идеи новых ароматов и площадки для их создания. Кстати, очень интересно, вот как, на твой взгляд, бы пах город Якутск? Ну, если говорить о каких-то предложениях, вот мне очень нравится, я вот, наверное, даже взял бы такой вот запах, это запах после дождя в белую ночь. Вот когда вот только вот май-июнь месяца, вот когда вот пройдет дождик, вот прямо мне очень нравится этот запах. Я не скажу, что я бы хотела, конечно, иметь духи именно с запахом города, да, но мне кажется, те, кто из Якутии уезжает, я бы могла предложить такую идею с брендированием, может быть, сделать ароматические свечки. Вот, на мой взгляд, запах Якутии – это амгинская земляника, а также вот эта морозная свежесть у реки с первым ледоходом. Ну и, конечно же, вот наши медовые ароматы летние на праздник Исэха, ну и вот этот запах леса, хвои и свежести. Вот. Какие еще? Да, очень хорошая идея. Но вот какие еще идеи могут быть востребованы для развития региона, допустим, города или села? Об этом мы поговорим сегодня с нашим следующим гостем. У нас на связи Любовь Клюкина, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. А поговорим мы о конкурсе грантов главы республики, стартовавшем 1 февраля. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, как начался конкурс грантов главы республики в этом году и есть ли уже первые заявки?
Вчера стартовал прием заявок на конкурс грантов главы на развитие Института гражданского общества в нашей республике. 3-й год уже проводится этот конкурс на платформе Якутия Клик. Да, уже первые заявки есть, но кто их подал и с какими проектами мы пока сказать не можем, потому что это закрытая информация. А какие грантовые направления в этом году объявлены и кто может принимать участие в конкурсе? Ну, в первую очередь нужно сказать о том, кто может принимать участие. Это зарегистрированные общественные организации, которые работают на территории Республики Саха-Якутия и в учредителях которых нет государственных и муниципальных учреждений. Всего у нас направлений конкурса 23, очень много, да. Направления очень разные, все они на сайте видны. И более того, в каждом направлении есть еще подтематики, с которыми можно познакомиться. На каждое из направлений очень разные суммы финансирования, например, на содействие развитию занятости молодежи более 8 миллионов. Да. В этом году мы в 2 раза увеличили сумму на направление поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Безусловно, это увеличение связано с проведением Года матери в республике. И на это направление выделено 5 миллионов рублей. И совершенно новое направление, которое ранее у нас еще не было, это поддержка в области противодействия коррупции. Ну, пока всего 1 миллион рублей заложен на это направление, посмотрим, какие проекты, организации будут подавать на участие. Есть суперпопулярные направления. Это, например, такое направление, как деятельность в сфере охраны здоровья граждан, физкультуры и спорта. В прошлом году на это направление было подано аж 62 заявки. Ну, то есть такое прям из самых популярных. И также из популярных можно назвать направление в сфере развития образования и культурных проектов. Здесь мы также несколько увеличили сумму в этом году. Точные суммы, опять же, повторюсь, можно увидеть на сайте конкурса. Ну а общая сумма финансирования конкурса в этом году – это более 97 миллионов рублей. Более 48 миллионов мы получили софинансирование с Российской Федерации от фонда президентских грантов. То есть 48 миллионов с РФ и 48 миллионов – это государственный бюджет нашей республики. Вот. Скажите, да, а как будет, в каком формате будет проходить конкурс грантов в этом году и как он будет оцениваться? Угу. Как и в прошлом году, и в позапрошлом, конкурс будет проходить и уже проходит абсолютно электронном формате на сайте grants.yakutia.click. Его очень легко можно найти через поисковик, набрав гранты главы Республики Саха-Якутия. Все проходит электронно, заявка подается электронно, под рукой у общественной организации должен быть только отсканированный устав, который заверен, да, со всеми печатями. Ну и если человек подает от организации, не являясь ее руководителем, то нотариальную доверенность на возможность подачи заявки непосредственно на участие в конкурсе. Все электронно, все очень понятно. Конкурс проводится до 2 марта, но, безусловно, я очень хочу попросить будущих участников, чтобы они не подавали свои заявки в самый-самый последний момент, а делали это немного заранее. Тем более, что у нас сейчас параллельно стартовал конкурс фонда президентских грантов на отдельном сайте. Там заявочная кампания будет работать до 15 марта. Вот, и мы призываем не подавать одинаковые проекты на вот эти вот 2 конкурса. Все же постараться выйти с разными идеями. А что бы вы еще порекомендовали участникам? Угу. Ну да, то есть первая рекомендация — не делать ничего в последний момент. Мы каждый год рекомендуем это на самом деле, но каждый год в самый последний момент у нас начинается уже перезагрузка сайта из-за того, что все стараются именно в последний день подать заявку. Вот. Это первая рекомендация. Да. Вторая рекомендация — это в обязательном порядке просмотреть наличие задолженности в налоговом органе. Сделать это нужно заранее.
наличие, да. Далее мы будем проверять наличие задолженности. К сожалению, даже в прошлом году ряд общественных организаций не смогли пройти, да, в следующий этап отбора, просто потому что у них были, ну, даже не очень крупные, незначительные долги, да, по налогам, поэтому здесь, конечно, нужно все это заранее просмотреть. Поэтому также нужно понимать, что, скорее всего, реализация проекта будет проходить в сложной ситуации, да, вот в рамках пандемии, поэтому нужно предусматривать мероприятия, которые могут быть изменены в плане формата проведения, то есть не обязательно в очном или, да, в онлайн-формате, но и всегда мы рекомендуем нашим общественным организациям понимать, кто будет составлять команду проекта, да, кто будет далее реализовывать ту идею, которая была подана на конкурс. К сожалению, бывают случаи, что иногда побеждают, да, общественные организации, потом мечутся, ищут, думают, а теперь как это все сделать, как реализовать, как быть дальше. Поэтому заранее со своей командой проговорите все шаги и понимаете, кто будет реализовывать ваш социальный проект. Вот, это прямо супер важно. Конечно, очень важно взять рекомендательные письма, да, от тех организаций, предприятий, которые будут вас поддерживать. Вот. И нужно понимать, что на то направление, Любовь, спасибо. на К сожалению, да, у нас рамки нашей вот программы достаточно небольшие, но мы желаем вам, чтобы конкурс прошел успешно и чтобы с каждым годом молодежи становилось все больше и больше. Ну а сейчас прервемся на небольшую паузу. Доброе утро, наши дорогие телезрители! Спасибо вам за то, что вы начинаете свой день вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и МВК Саха. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Власий Сергеев, который расскажет последние и актуальные события в республике и за ее пределами. Доброе утро, коллеги! Мы продолжаем рассказывать о главных событиях республики. Локдауна не будет при соблюдении населением санитарных норм. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что течение болезни проходит иначе, и то, что в Якутии провакцинировано значительное количество людей. Также глава региона обратил внимание на то, что меры принимаются в зависимости от ситуации в том или ином районе. Так, в Якутске, где наблюдается наиболее сложная эпидобстановка, школы в основном работают в дистанционном формате. По республике же 50% обучаются очно. В Мирюнском наследии у Селданского улуса стартовала акция «Проходи вакцинацию и получи приз». Согласно ее условиям, те люди, которые пройдут вакцинацию в период с 1 по 10 февраля, получат ценные призы. Мероприятие проводит администрация Мирюнского наследия. Организаторы отметили, что вакцинация является самым эффективным и надежным методом защиты от коронавирусной инфекции. В целом на территории Усть-Алданского улуса эпидобстановка остается сложной. Каждый день более 40 жителей улуса получают положительный результат анализа. Наибольшее количество заболевших фиксируется в административном центре улуса. В акции могут принять участие все жители Мирюнского наследия, получившие вакцину первый компонент или ревакцинацию. Жители могут подойти, получить вакцины в улусной центральной больнице в рабочее время. Также совместно с улусной больницей мы организовали мобильные бригады, которые работают по заявкам для проведения работ вакцинации на дому. Неренгринцы Татьяна и Геннадий Цветковы отметили золотую свадьбу. Создали они свою семью полвека назад в городе Арсеньев Приморского края. А 43 года назад молодая семья по комсомольской путевке приехала в Южную Якутию, где у них выросли двое детей, сын и дочь. Отец семейства Геннадий Алексеевич 32 года проработал в компании «Якут-Уголь». За верность работе он был награжден памятными знаками «Лучший по профессии» и «Шахтерская слава 3-й степени». Татьяна Владимировна всю свою трудовую жизнь проработала в сфере торговли. По словам супругов, прожить вместе полвека им помогли понимание, терпение и мудрость. Мы очень счастливы. Приехали внуки издалека.
Один из Петербурга, другой с Москвы. Дети здесь. Мы очень счастливы. Маленького нет, правда, внучка здесь. Но он маленький совсем. И прожили мы хорошо все эти годы, 50 лет. Разные случаи были. Путешествовали, отдыхали. Ну, работали, растили вон детей, внуков. Слава Богу, неплохих. Всех. Если я где-то вспылила, муж просто отошел в сторону, промолчал. И все, и мир и покой. Поэтому, наверное, и живем 50 лет. В завершение о спорте. Уроженец Якутии Андрей Кузьменко вошел в состав сборной России по хоккею для участия на зимних Олимпийских играх этого года. Пока он числится среди запасных, но заместитель министра спорта республики Александр Бугаев выразил надежду на то, что он все же выйдет на лед. Также он отметил, что азы хоккея Кузьменко постигал в Якутске, затем переехал в Москву. Отметим, что хоккеист становился призером молодежного чемпионата мира. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Все любители спорта в эти дни в ожидании открытия 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Китайская государственная телекомпания CGTN сообщила, что стоимость проведения игр составит $3,9 миллиарда. Это многократно меньше, чем стоила летняя Олимпиада 2008 года в том же Пекине. А рекорд по стоимости Олимпиады принадлежит городу Сочи. В 2014 году на игры было потрачено $60 миллиардов с сегодняшним курсом, с учетом строительства инфраструктуры, не имеющей прямого отношения к спорту. Кстати, сегодня историческая дата. В 1966 году в японском Саппоро в этот день открылись 11-е зимние Олимпийские игры. О других датах и событиях 3 февраля расскажем далее. На календаре 3 февраля. Сегодня отмечают День морковного торта. Ночь Рагаиб у мусульман. Этот праздник – ночь бракосочетания родителей пророка Мухаммеда. Отмечается ежегодно мусульманами всего мира в 7-й месяц лунного календаря, именуемый Раджаб. Месяц этот священен для мусульман и является праздником милости и прощения. По народному календарю – Максимов день. Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах. Ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности и отблагодарить их делом. В этот день Иван Грозный учредил опричнину. Опричнина – период в истории России, обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну. Открылись 11-е зимние Олимпийские игры в Саппоро, Япония. Это была первая зимняя Олимпиада, проходившая в Азии. В этот день родились Александр Уман, российский гитарист и автор песен, известный участием в группе Би-2. Вера Брежнева, певица, актриса, телеведущая и бывшая солистка группы «Виагра». Евгений Шапошников, советский военачальник, последний министр обороны СССР, маршал авиации. Андрей Чернышов, российский актер театра и кино, телеведущий. Именины сегодня празднуют Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья и Максим. Ну а далее у нас очень вкусная, я бы сказал, новость. Действительно весомо, вкусно и дешево. Шаурму небывалого веса изготовили повара в Бенгази. Владелец и персонал одного из ресторанов города на востоке Ливии приготовили шаурму весом 600 килограмм. Это местный рекорд. И повара, а также сотрудники, они не намерены останавливаться. И при этом блюдо подается по умеренной цене, что радует горожан. Реклама – двигатель торговли. Справедливость этой формулы доказали себе и посетителям повара из ресторана «Аль-Димашки» в Бенгази на востоке Ливии. Они поставили местный рекорд, изготовив блюдо, популярное в Северной Африке, на Ближнем Востоке и далеко за их пределами, в том числе в России. Их куриная шаурма или шаверма весила 600 килограммов. Посетители оценили достижение, тем более, что щедрые порции продавались по весьма доступной цене.
то ли еще будет, пообещал владелец заведения Хатем Харкум. Это был огромный вызов и демонстрация того, на что мы способны, наших стандартов, принятых в ресторане. Сделанное только начало. Наших клиентов в скором времени ждут новые сюрпризы. На очереди вертел, на который будет нанизана тонна мяса. Судя по многолюдной очереди, затея удалась, что подтвердил местный житель Абдалла Аль-Ирфи. Это они здорово придумали. Народу тьма, торгуют дешево. Дети просто счастливы. Персонал сбился с ног, чтобы обслужить всех желающих. Как сказал ресторатор Харкум, идея возникла давно, и теперь она успешно воплощена в жизнь. Действительно, очень вкусная новость. Я прямо захотел перекусить шаурмой. Но вы знаете, что на самом деле в кинотеатрах основную прибыль приносит не продажа билетов в кино, а вот именно продажа еды, попкорна и напитков. Кстати, сейчас четверг, и уже пора планировать свои выходные, а также куда можно сходить. Мы предлагаем вам сходить в кино. Кинотеатры еще работают с дополнительными ограничениями. Ну а что посмотреть, мы узнаем далее. Доброе утро! Февраль уготовил для нас немало хороших фильмов. Так уже сегодня стартует новый фантастический блокбастер от создателя «Послезавтра» и 2012 Роланда Эммериха. Будет все, за что любят этого режиссера. Катастрофа вселенского масштаба, после которой Земля уже не будет прежней, и много-много сцен со взрывами. Актерский состав заслуживает пристального внимания. Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли, чьим героям предстоит отправиться на падающую Луну, чтобы спасти человечество. Дай руку! Держитесь! Ребята, вы готовы? Поехали домой! В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил парам серьезные испытания и трудности. Найдут ли они в себе силы справиться или разойдутся и испугаются? И способна ли настоящая любовь победить все, даже если стрела Амура случайно попала не туда? Также смотрите сегодня испанскую драму «Параллельные матери» с Пенелопой Круз в главных ролях. Картина расскажет историю двух женщин, судьбы которых пересекаются в родильном отделении. Дженис – успешный фотограф, Анна – запутавшийся подросток. Обе они одиноки, и обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда. Девочка моя, я так тебя люблю. У малышки черты моей матери. «Параллельные матери». Фильм Педро Альмодовара. Известный YouTube-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, главный герой фильма укрывается в месте, где его точно никто не будет искать. В маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника. Почему ты все делаешь не как положено? Он такой непослушный. На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного похода в кино. Большое спасибо, друзья, за то, что вы помогаете создавать нам настроение, и мы с удовольствием создаем настроение вам. Доброе утро. У моего мужа сегодня юбилей. Лыско Сергей, люблю, ценю, счастья тебе. От жены Татьяны. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям и поздравляем с юбилеем. Ну что, друзья, ежедневно, каждое утро мы вас радуем на канале Якутия-24 НВК Саха. Будьте с нами, и вам отличного дня. До новых встреч в эфире.